Обеспечение безопасности населения обсудили на встрече главы Ингушетии с командующим Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии. До конца этой недели организуем рабочих, технику, и с 1 апреля здесь уже будет полномасштабная работа. Большие перемены для РЗИ. В детской здравнице проведут масштабную реконструкцию. Мы пытаемся объединить учения Ушинского и Макаренко, классиков педагогики, с современными педагогическими знаниями. Старые и все еще актуальные педагогические практики обсудили на республиканской конференции. Служба в армии дает тебе закалку своего рода, и ты учишься с оружием обращаться. Рассказывают о школе мужества. Молодежи разъясняют особенности службы в армии. Греко-римских они говорят, вольная борьба, результаты, Магомед Евлоев поздравил от имени главы региона чемпиона Европы по вольной борьбе Магомед Башира Ханива. Добрый вечер, в эфире новости. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов встретился с командующим Северокавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым. Стороны обсудили формы поддержки, оказываемой регионам военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, предстоящие задачи, касающиеся дальнейшего обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов госвласти Ингушетии и регионального управления Росгвардии при решении задач по защите граждан. Цитата. «Наши ребята со всех концов страны храбро несут службу, защищают рубежи государства и его интересы. Мы всячески будем им помогать на пределе возможностей, чтобы они чувствовали нашу помощь и заботу и возвращались целыми и невредимыми домой», подчеркнул руководитель субъекта. Он добавил, что уже завтра из республики выезжает очередной груз гумпомощи военнослужащим в зону проведения СВО. Участники встречи, на которой также присутствовал руководитель регионального управления Росгвардии Микаил Буружев, подчеркнули качественный уровень взаимодействия между силовой структурой и представителями власти Ингушетии. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов встретился с экспертом Центрального шифр-органа президента России Юрием Сычевым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и деятельности отдела специальной документальной связи администрации главы и правительства. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что служба очень ответственна и конфиденциальность имеет особое значение. Нужно обратить внимание на необходимость методического характера проверок, повышения знаний работников. Юрий Сычев отметил профессионализм, высокую степень подготовки коллектива регионального отдела и, в частности, его руководителя. По его оценке, с поставленными задачами специалисты справляются. Он также сообщил, что обучение они проходили на территории учебного центра ФСБ России и Центрального шифровального аппарата администрации президента России. Горная детская здравница РЗИ ожидает ремонт. Здание лагеря с годами обветшало, а коммунальные сети выходят из строя. Это намерены исправить уже с началом апреля. Фронт работ предстоит внушительный. Средства на реновацию выделил меценат Микаил Гуцериев. Вопросы предстоящей реконструкции глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев обсудили в рамках выезда в Джейрахский район. Как отметил глава республики, детскому лагерю РЗИ не будет аналогов по качеству и комфорту на Северном Кавказе. Когда обновленный лагерь примет отдыхающих и в каком он сейчас состоянии, смотрите в репортаже Адама Мережкова. Облепиховая роща – уникальные творения архаичных зодчих каньон реки Асы и Шуанский ледник. Посреди всей этой красоты располагается лагерь РЗИ. Учреждение функционирует с 1999 года и ежегодно принимает в своих стенах до 1400 детей. Это излюбленное место отдыха детворы. Летом здесь устраивают пикники, походы, культурно-массовые и спортивно-развлекательные мероприятия. Но так ли здесь красиво изнутри?
За 23 с лишним года здание со всеми административно-бытовыми, спальным и досугово-развлекательными корпусами сильно обветшало и не соответствует требованиям безопасности. Провести масштабную реконструкцию объекта согласился руководитель финансово-промышленной группы «Сафмар» Микаил Гусариев. Тогда на встрече с главой региона Махмудом Али Калиматовым было решено пригласить специалистов-строителей из Москвы, дать оценку техническому состоянию и оперативно подготовить проектный план, что и было сделано за неделю. Мы для этого сегодня находимся. Недели полторы назад мы сюда приезжали с рабочей комиссией с Москвы. Прошли, обошли полностью, посмотрели, что нужно делать. У нас было между собой такое решение, что третий корпус мы не будем. Третий этаж, вернее, не будем поднимать на этом здании, в центральном корпусе. Но так как у нас Михаил Саварбекович, то, что касается детей, держит на особом контроле, была команда, чтобы сделать третий этаж, нарастить. Ну и утвердили нам бюджет более 300 миллионов рублей. То есть сейчас мы с сегодняшнего дня до конца этой недели организуем рабочих, технику. И с 1 апреля здесь уже будет полномасштабная работа. Отсутствует газоснабжение, поэтому по объективным причинам нет и отопления. Более того, вышли из надлежащего технического состояния очистные сооружения и канализация. Требует капитального ремонта бассейн, спальный корпус, введенный в эксплуатацию в 2016 году, и пищеблок. Сегодня у нас максимальный пищеблок вмещает 150 человек. Это нам не позволяло более 450 детей в смену принимать, поскольку ограничивало нас наши возможности при наличии койкового фонда. А при расширении пищеблока до 300-250 мест позволит смену принимать уже 500, от 500 до 600 детей. Строительные работы будет вести компания «Сетастрой». Генеральный подрядчик Михаил Федоров показывает, с чем придется работать уже через неделю. Будут разбираться полы. В каком состоянии сейчас стены, вы прекрасно видите. У нас провалилась стена, ушел пол. Эти вещи на многих залах в таком состоянии. Это вот маленькая часть, которую мы сейчас видим. В дальнейшем здесь будет все находиться в идеальном состоянии. И в таком состоянии почти все помещения. Конструктивные нарушения нельзя не заметить и в медицинском кабинете. От окна до входной двери трещина по стене. Сырость, плесень. Будут полностью обновлены пищеблок, столовая и кухонная мебель. Старая покрылась ржавчиной. Некоторые печи и вовсе не работают. Все появится новое. Кухня будет свежей. Что-то работает, что-то не работает, выкручивается. Это все 99-го года. То, что здесь очень холодно, это ведь тоже огромный Мы недостаток. рассматриваем инженерию, я повторюсь, что мы будем здесь менять полностью инженерию, появится канализация, появится водопровод, появится отопление, появятся радиаторы, которые есть, но, наверное, сейчас не работают. Благоприятный климат внутри стен быть не может, когда протекает крыша и замыкается проводка. И это в двухэтажном спальном корпусе. Из-за протечек и отсутствия нормальной гидроизоляции образовалась сырость. Санузлы закрыты, двери сломаны, а чтобы вовсе не развалились, перевязаны скотчем. В досуговых и образовательных классах картина обстоит не лучше. Здесь есть на полу трещины, полы кривые. Это говорит о том, что здесь будут разбираться. Мы здесь будем внизу утеплять плиту. И заново будут все полы выравниваться и будет здесь находиться плитка. Гидроизоляционные работы будут проводиться во всем здании, в том числе и в спальной комнате, где отслоилась штукатурка и провалился пол. Так что рядом с кроватками обживаются и насекомые. Жить и по-детски радоваться жизни здесь невозможно. Обращаем внимание, что здесь полы полностью просели. Это говорит о том, что плохо сделана работа здесь. В свою очередь мы эти вещи будем все устранять. Разбираться будет полностью плита, будет делать хорошее основание, оно будет утепляться, потому что мы чувствуем, что в помещениях есть плесень. Это говорит о том, что в помещении нет утепления. Таяние снега или дождь постоянно подтапливает здание. Генподрядчик заверил, что здесь будет новая дренажная система. Она закроет вопрос, ну а пока проблема эхом отдается через стену внутрь, в актовый зал. Из-за отсутствия дренажной системы с внешней стороны мы видим, как стены внутри деформировались. Вот можно просто потрогать и заметить.
На создание в детском оздоровительном лагере Эрзи благоприятных условий для детей меценат Микаил Гуцериев выделил более 300 миллионов рублей. На эти средства полностью будет меняться кровля. На третьем этаже ничего, кроме как смотровой площадки, не было. С возведением третьего этажа увеличится коечный фонд на 100 мест, что позволит принимать до 2000 детей в сезон. Средства также пойдут и на реконструкцию бассейна. Это помещение будет проводиться в порядок. Будет отдельно в нем находиться помещение для фильтрации, для подачи тепла. Это все коммуникации будут спрятаны в этом доме. И здесь будет теплый бассейн. Закрытого типа. Он будет открытого типа. Открытого. Да. Здесь будет благоустройство делаться, появятся лежаки, появятся места, где дети могут спокойно и плескаться, отдыхать, и также могут посидеть и отдохнуть. По плану новые детские площадки будут располагаться дополнительно и по периметру учреждения. Игровые снаряды, качели и тренажеры обновят. Территорию полностью озеленят. Появятся дополнительные парковочные места, освещения выровнят и эту горку. Планируется расширение стадиона. В общем, Эрзи переживает второе рождение. И здесь этому, конечно, очень рады. Наконец мы дождались, будет капитальный ремонт. За эти 23 года мы давно нуждались в ремонте. Мы рады, что именно такой известный меценат, инвестор у нас появился, как Гуцериев Микаил. Надеемся, что все требования, которые проблемы будут решены. Дети, наконец, будут довольны отдыхом. 1 апреля 2024 года строители обещают завершить капитальный ремонт учреждения и заново открыть для детей их любимый лагерь. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24. Более 20 законодательных инициатив президента России, Федерального собрания России, правительства и законодательных собраний регионов рассмотрели на 27-м заседании депутатов Народного собрания республики. Парламентарии заслушали доклады руководителей министерства о деятельности ведомств за 2022 год, отметили и задачи, стоящие перед ними на 2023. Депутат Госдумы Бекхан Барахоев навестил семьи участников специальной военной операции Зелимхана Вышегурова, погибшего в зоне боевых действий, и Магомеда Калиматова, который пропал без вести. Хава Гагиева расскажет. Первую депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев навещает семью Вышегуровых. Год назад они потеряли отца, мужа и сына. Зелимхан Вышегуров участвовал в составе 251-й артиллерийской бригаде ордена Суворова. Ефрейтор был в разведроте и выполнял сложные и ответственные задачи. Сегодня депутат уделяет особое внимание маленьким членам семьи. Смотри, по дороге не езди. Машина там ездит. Опасно. Понял? Я не там поеду обедать. Корзина со сладостями, фруктами, мясо баранина, а также детские игрушки. Они пытаются поддержать их словом и делом и благодарят за то, что смогли воспитать сына. У Зелимхана Вышегурова осталось 5 детей. 13 лет, как он работал, именно по военной части. А сейчас в полк он вышел в Троицкое, где-то 5-6 лет уже будет как. Аллах рясхалцин, далмялях долцин, сумелил дыры. Спасибо им большое. Гости навестили и семью Калиматовых. Дома участника СВО ждут родители, супруга и 6 детей. Магомед был военнослужащим 201-й артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Троицком. Парень пользовался большим авторитетом среди сослуживцев, друзей и родственников. Принимал участие в СВО с самого ее начала. Печальная новость семью Калиматовых пришла неожиданно. В феврале студент, но без вести, 21 марта он без вести. Вообще с 21 марта, 16 марта, последний камялхан социальный. Вообще ничего нет. Ищем, смотрим, Яхармарка. Но семья не унывает. Молитвы родителей и детей будут услышаны, верят они. К слову, здесь гостям и подаркам рады самые маленькие члены семьи. Такие презенты согревают детские сердца. Лиспеды, куклы, еще коляску или маленький лиспед. Что тебе больше всего понравилось? Все. А ты умеешь кататься на велосипеде?
Да. А тебе что понравилось? Все. Депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев отметил, что сейчас руководством делается все возможное, чтобы помочь нашим защитникам, а также оказать поддержку их семьям и близким. Хава Гагиева, Сулейм Кастоев, Новости 24. В 13-й школе Назрани прошла республиканская педагогическая конференция. Ее посвятили идеям прошлого, не утратившим актуальность современной педагогики. Так и называлось мероприятие. Участие в нем приняли учителя со всех районов республики. Организатором конференции выступил Институт повышения квалификации. Зарема Евлоева расскажет подробно. Развитие логического мышления в начальных классах, индивидуальное обучение одаренных или, наоборот, особенных детей, воспитание личности через любовь и уважение. На конференции затрагивают самые важные темы. Цель собравшихся – научиться применять различные и эффективные подходы к ученикам. Быть педагогом – это искусство, это врожденный талант, это наука и мастерство. Знак признательности вклада учительства в будущее нашей страны и народа президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2023 год годом педагога и наставника. Это историческое событие связано еще с празднованием 200-летия замечательного классика отечественной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Организатор конференции – Институт повышения квалификации. Главная идея – напомнить коллегам о педагогическом наследии таких выдающихся личностей, как Константин Ушинский и Антон Макаренко. Они вошли в пятерку отечественных педагогов, изменивших мир, и признаны одними из лучших в мировой практике. Их разработки, методы и теории воспитания и образования и сегодня остаются в числе самых эффективных. Мы пытаемся объединить учения Ушинского и Макаренко, классиков педагогики, с современными педагогическими знаниями в свете обновляемых федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. В общем-то, тема очень актуальная на данный момент, потому что мы знаем, что базисом всей педагогики являются именно те наработки прошлого, которые уже существуют, которые уже проверены. Они проверены десятилетиями практики, признаны во всем мире как наиболее эффективные. Но в то же время, время не стоит на месте, педагогические методики также меняются, они развиваются, улучшаются, обновляются. И поэтому проведение таких конференций, где мы связываем прошлое и будущее педагогики, оно очень важное. Доклад сегодняшний мой посвящен трудам Ушинского и индивидуальному плану обучения. Дело в том, что в своих идеях Ушинский особое значение придавал индивидуальному учебному плану. Для каких категорий детей более подходит индивидуальный план обучения. Это отстающие дети, это одаренные дети, это дети с ослабленным здоровьем, это дети, которые выбрали профильное обучение и так далее. Почти все эти категории детей у нас есть. Мы практикуем по отношению к этим категориям индивидуальный учебный план. И, конечно, свою пользу этот план дает нам. Методист Института повышения квалификации также рассказала об особом подходе к каждому ребенку в трудах Ушинского. Ведь в его практике даже малолетние преступники вырастали выдающимися личностями. Ушинский – человек, который создал свою систему тогда, когда ее просто не существовало. Да, были отдельные опыты педагогической деятельности отдельных преподавателей, отдельных классиков, но составить их в единую систему в том виде, в котором мы с вами сейчас этим пользуемся, был все-таки первопроходцем именно Ушинский. Поэтому ему такое большое внимание и ему такое большое уважение с нашей стороны. Соня Дахкильгова – педагог с большой буквы. За ее плечами 40 лет стажа и сотни выпускников. У нее 2 высших образования и оба вуза Соня Султановна окончила с отличием. Но, несмотря на это, она продолжает учиться и развиваться. По ее мнению, главной целью каждого учителя является воспитание образованных и счастливых людей.
Именно из таких выпускников в будущем становятся лучшие специалисты. Чем больше человек знает, тем в этом мире ему интереснее жить. И наша задача состоит в том, чтобы зажигали они огни от нашего факела. Нам нужно на уроках гореть, а не тлеть, как головешки. Если мы не будем сами дарить им озарение, свет наук, то им будет с нами неинтересно. И они не будут брать вершины наук и нравственности. Вот в этом, я считаю, задача каждого педагога. Учителя, педагоги, наставники – это не просто люди. От их неравнодушия зависит судьба учеников. Именно они вместе с родителями воспитывают новые поколения. И от их ежедневного вклада в становление личностей зависит качество жизни всего населения. Зарима Ивлеева, Джамалил Султыгов, Новости 24. Коммунальная дилемма в Сагапши. В некоторых частях села вода идет, а в остальных жители остаются без важного для быта ресурса. Проблема эта не нова и есть перспективы, что будет забыто, пояснял подробности Адам Мережков. Вода для некоторых жителей сельского поселения Сагапши – настоящая редкость, которую еще стоит поискать. К примеру, на улицах Джабагиева и Южная, со слов проживающих здесь, вода идет раз в месяц. Отчаявшись, они вырыли колодцы и вынуждены ее покупать за свои деньги. Достаточно попроситься в любой дом. Узнав о цели нашего визита, нас любезно приглашают войти. Хозяева спешат показать и рассказать, насколько все плохо. Просто дохде шелдеж издеж алас краник. Зандохче. Схитхон 20. Хад убехта хихан дас вообще. Даже цандина хадана. Халга хотя бы по пятницу дали хихулырту. А хант вообще да. А фудуаж здесь да хидос. Идеш сдук, идеш аштефтеш. Фу ашсада, аш бассейне свизи. Колодец. Уйки малволчин, колодец жимасне. А дух ашвахты здесь. Хай машин колодец ханиш. Да, колодец ханс кянкш бож аштефтер. 1820. Хидотец вообще. Вода из крана не течет, вместе с ней нет и нормальных бытовых условий. Поливать огород, поить скотину сегодня-вчера спасает дождливая погода. Что делать в летние дни, неясно. Остаться без важнейшего блага жизнеобеспечения еще и в месяц Рамадан трудно представить. Но здесь эта ситуация тянется годами, и местные жители даже привыкли. В сельской администрации рассказали, проблема с водоснабжением только в некоторой части села. Улица Джабагиевая, Южная, Эрджиникидзе и Шко улицы проблемные. А остальные улицы, которые Алишел Жвацу Хидати, от Хидолужда, в нижней части. Вообще на северной стороне моей улицы полностью обеспечены ее водой. Глава администрации, ссылаясь, приводит комментарий Ингуш регион водоканала о том, что вода с насосной станции Канташева не доходит из-за изношенного оборудования и ветхих сетей. Под давлением в районе круг Буаметиги, после Атишметии, в районе мясо-молочной комбинаты, штурбаш делал. Разрыв хали, высокий 500 яхжок трубажи же, кайрта хи халу жержиш, кайрта и да горда. Штурбаш делал хали, хи хаду лутсун. Ах, хад самый на то я говорю, двигатель диагональ, насос шага, волосы я смел. В Министерстве энергетики ЖКХ проблему комментируют так. Аварии происходят ежедневно, по несколько штук. С собственными силами, то Ингуш регион водоканал, то наши, то Волгобег, Магаз, где есть порывы, стараются собственным силам, способом ликвидировать данные аварии. Если не будет полностью, как говорится, основательно взята вся система под реконструкцию и модернизацию. Почему? Потому что десятилетиями в системе ЖКХ в этой республике никто не подходил. На сегодняшний день она практически пришла к своему такому максимуму по изношенности. Дальше уже аварии будут только нарастать, если мы сейчас не предпримем ничего такого, чтобы
закрыть эту брешь. А как закрыть эту брешь? Тут важно сначала знать, что в отношении Ингушрегионводоканала вынесено судебное решение о несостоятельности. Проще говоря, предприятие объявлено банкротом. Все имущество по водоотведению и водоснабжению Малгобек-водоканала и Ингушрегионводоканала будет поэтапно забирать в свою собственность Министерство энергетики ЖКХ Республики с подведомственным им единым оператором по водоснабжению и водоотведению. Заработает структура на территории региона в полной мере с 1 июня. В начале этого года мы защитили программу по Фонду развития территории по модернизации коммунальной инфраструктуры на сумму 840 миллионов рублей, где программа рассчитана на 2 года. На 2 года 23-24 сумма разбита и подразумевает под собой реконструкцию, модернизацию более 300 километров водоводов и стационарных объектов, ремонт таких, как скважин, водяные скважины. Работы по программе начаты. Республика защитила эту программу где-то месяц назад. То есть министерство определило все главные задачи и приоритеты, привести в порядок имущество и наладить работу, грубо говоря, с чистого листа. Начать планируют с 3 основных водозаборов – Кантышевский, Альтиевский и Сунжинский. У нас проблемы сейчас стали в насосах, в том, что они выходят из строя, в основном это обмотки двигателей. У нас на сегодняшний день правительством выделяется средства на закупку насосов и запасных частей, комплектующих частей этим насосам. 9,2 миллиона рублей сейчас планируется из бюджета республики на решение вот этих первоочередных задач, которые стоят в водоснабжении и водоотведении. Я надеюсь, что закупка этого, где мы уже договорились закупить это оборудование, мы уже знаем, где его забрать, уже договора есть. После этого я надеюсь, что ситуация по водоснабжению, в данном случае, если мы говорим о Малгобекском районе, она чуть-чуть улучшится, станет лучше, нам будет полегче дышать, пока заработает фонд развития территории. Ну а пока воды нет, жители не отказались бы воспользоваться и водовозкой, и тем более, что покупать воду средств хватает не у всех. Это хаёх, это сигр, аетиш хаух, тут хаерж машиниш, ханс тхуг яс машин. В 2009 году я не верил машиниш, но ханс штишен списать даяни. Со спец-АТП при правительстве республики, на которое ссылается глава администрации Сагапши, мы связались по телефону. Глава администрации вот этих населенных пунктов цар, шейзаях, хайи, заях, водоканал, халу, водоканал, шивара, заях, тахки. Действительно, да, схидаться, хубан должен даться, белгод должен схидаться, мотик, шей белгалях, нагаса действительно цемет, хид отходи, мотик или цар, тхун, заях, халу, заях, исполнитель, с мотики, шуалай мотики, с халужи, заявка, главу администрации населенных пунктов, с адресной заявки или по адресам хидат кахдиш, мотик или с заявкой лаш божу, нахи, цар, адрес, же водоканал, проверять на наличие вот этих договоров на водоснабжение. Договор до царь, да, царьки, оплатить ешь будешь, бахтешь, задолжить и царь, я царь. Ну, водоканалщик, бог бас, нас действительно сагдим, по заявке проходить, где же волжь. Хидвач, важвали царством, заявку, халу, заявку, исполнить ее. И действительно, в администрации показывают списки должников. Долг за воду у некоторых жителей превышает 80 тысяч рублей. Bunlar akşamı çıkıyor. Sosi Erben, se deputatış Erben'e. Bakın rica ediyorum spiker. Real olur akarsa bu akşamda olmadı git. Ez o adaluş kılıç. Примерно. Tugvar olmuş. Direktöre seni takın remont diye. Motor yetse, nasos yetse. Başladılar. O akşamda. Acil bez marki but bu. Takın latış. Hidat çağır ve latışdı. Было и такое, что... По Гордану, центральной улице, улица Бахтабара, депутаты Жихи Булжнах. Ахштали Аля. Замса Гуял, что Маргей Нуатис, Абед, Далыч Дэшут, Ягазях. Хи Адуасы, постоянно хиды уква. Что малыш Тосун, Ахшмут Мадат Азян, Хабей Тапсу, Жнах.
Az del şu o ya şunu dal emeli. Adıl nizsani boştol yetişmişiz. Hacı bu söz memarhi bu tabi aslında loyalty. Кроме замены водоснабжающего оборудования и ветхих разводящих сетей, ситуация требует хотя бы понимания и небезучастности в решении проблемы от самих местных жителей. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24. Молодежи призывного возраста рассказывают о срочной и контрактной военной службах. Разъяснительная беседа прошла в Сунже. Дополнительные консультации готовы дать и в военном комиссариате. Мадина Цора продолжит. Любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и годный по состоянию здоровья, обязан отдать долг родине и отправиться на срочную военную службу. Или же он имеет полное право поступить на военную службу по контракту и получить все необходимые льготы. Об этом идет речь в зале. Собравшимися говорят о важности прохождения службы, ответственности и надежде, которую на них возлагает вся страна. Для них это не только долг, но и полезные навыки. Закаленный характер, собранность, пунктуальность, командная работа. Мухарбек Ахильгов на 2-м курсе пожарно-спасательного колледжа. Парню 18 лет, и он отдает больше предпочтений срочной военной службе. По учебе там нормально, если у меня получится там в колледже все уладить, я на весенний призыв собираюсь пойти в армию. Служба в армии дает тебе закалку своего рода, и ты учишься, с оружием обращаться хорошо. Для меня это хорошо, вот насчет других, я не знаю, у каждого за свои взгляды. Но я считаю, что нет ничего плохого, если ты поймешь, пойдешь в армию. Основная цель сегодняшней встречи – это развеять слухи о службе. Например, о том, что срочников перенаправят в зону специальной военной операции. Представители военкомата объяснили, что это не так, и в зону СВО отправляют только тех, кто заключил контракт, и только военнослужащих с хорошей военной подготовкой. Также будущим защитникам Родины рассказали о привилегиях, которые их ждут. Для срочников это льготы на услуги здравоохранения, единовременное пособие по беременности жены, ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет. Для служащих по контракту жилищные субсидии, получение бесплатной медицинской помощи, предоставление льгот в сфере налогообложения и многие другие. Ибрагим Гулеев хоть и знал об этом, но считает, что такие беседы необходимы молодежи. Парень для себя выбрал срочную службу и призывает других отдать долг родине. Сейчас является необходимостью получить военный билет, потому что если у тебя нет военного билета, у тебя все пути закрыты. То есть тебя не возьмут никуда на работу без этой корочки, без военного билета. Как ты считаешь, готов ты для срочной военной службы? Эти основы мы сами изучаем в нашем колледже. Разброска, сборка автоматов, строевой смотр. Такие основные моменты я знаю. Я не считаю, что там будет такое, с чем я не справлюсь. Разница между призывом и службой по контракту в том, что во втором случае это полностью добровольное решение. Если ты отдаешь предпочтение контракту, то призыву срочной службы не подлежишь. Узнать более подробную информацию можно в военном комиссариате. Там проведут консультацию и дадут ответы на все вопросы. От мотострелков до летчиков заключить контракт и заступить на военную службу можно в различные войска. Здесь сам обратившийся выбирает, где и в качестве кого ему служить, при условии наличия всех необходимых навыков подготовки и специальности. Ахмед Илиев на 2-м курсе. Для себя он уже выбрал службу по контракту. По окончанию учебы пойти в армию. Я до этого хотел по контракту. В дальнейшем я смогу устроиться на работу по окончании армии. Также там еще есть много других привилегий. Служба в армии – это школа мужества. Очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Данное мероприятие необходимо для молодежи по призыву. Сейчас, война, нах бист, защитник виз. А в данное время люди никто не знает, как водить грузовик, не знает, как автомат в руках держит. До момента, что тут ситуация будет у нас, не будет защитника, у нас не будет именно наш ингушетии, даже не будет Родины. Такие исходы граждан по призыву к службе в армии и по контракту проведут во всех школах, вузах, СУЗах и домах культуры. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24. В
поселке Троицкое в ЛНР в результате утреннего массированного обстрела со стороны ВСУ ранения получили 7 мирных жителей. Боевики дважды открывали огонь по населенному пункту. Били из реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Поврежден корпус Троицкой центральной больницы и магазин. Снарядами натовского калибра нанесли удар киевские силовики сегодня по Ясиноватой. Оказалась задета инфраструктура местного машиностроительного завода. Пострадали 3 сотрудника предприятия. Магомед Евлоев поздравил победителя чемпионата Европы по вольной борьбе Магомед-Башира Ханиева и вручил от имени главы региона денежную премию. Ханиев, выступающий за Азербайджан, впервые принял участие в международных соревнованиях. Чемпионат проходил с 13 по 19 марта в Румынии. В финальной схватке Магомед-Башир одержал досрочную победу над соперником из Армении Айком Папикян со счетом 10-0. До этого поочередно победил представителя Украины Нарика Погосяна со счетом 8-3, австрийца Бенедикта Хубера 11-1 и грузина со счетом 7-4. в целом цемент спорта мехтаз рах алышыло центр хажи вот иш но вышел диаш хажи хажа тугикалдат сама аяк можете дальше беркет ёл هنا خلص بإذن الله تاخذ مختاس شجر دقودي يعني تعليني الفرشينية راس رقودي يدخل أول بركة يول دالشي أهل موقف هذا يدخل أول فوق فرشيني دعكو شي موتيا شي رزوات الدول لا تجد الله يا رور حتى أهل موقف. Первенство Европы до 23 лет. Я впервые выступал на Европе на таком международном соревновании. Я провел 4 схватки. Финальная схватка была против представителя Армении. По воле Всевышнего Аллаха выиграл. Сегодня выпускники досрочно сдали письменную часть ЕГЭ по физике, биологии и иностранным языкам. Все прошло в штатном режиме. Ребята смогут узнать результаты через 10 дней. До начала аттестации с экзаменуемыми пообщалась Ирина Цычоева. Досрочный единый государственный экзамен по 4 предметам – это физика, французский язык, английский язык и биология. Сегодня здесь, в 406-м пункте сдачи ЕГЭ, сдают более 80 выпускников. Правила все те же, никаких лишних предметов. В отличие от основных дней сдачи экзаменов, на досрочном этапе отсутствуют общественные наблюдатели. За прозрачностью проведения ЕГЭ следят 2 федеральных эксперта и региональные специалисты. Каждый выпускник проходит проверку через металлоискатель. Все, на что может реагировать рамку, положите, пожалуйста, на стол организатора. Времени на подготовку было достаточно. Большинство сдающих экзамен – это выпускники прошлых лет. Марина Арцханова следует за своей мечтой – стать медиком. Именно поэтому ей необходимо набрать не только проходные, а высокие баллы по биологии. Сдаю биологию. Готовилась очень долго, усердно. Выпускница прошлых лет, получается. В прошлом году не получилось, потому что биология, я считаю, это самый такой трудный предмет. И дал Эндели, дал Гитлер. За все время, проведенное дома, некоторые выпускники переосмыслили выбор будущей профессии и готовились по новым предметам, как, к примеру, Раяна Саутиева. Сегодня я сдаю английский язык, собираюсь поступать либо на экономический, либо на иностранный факультет, как получится. Вот, в прошлом году я сдавала другие предметы, мне не понравилось, и я решила в этом году пересдать. Ты волнуешься? Мне особо нет. В приоритете безопасность и справедливость, чтобы права издающих выпускников и тех, кто наблюдают, были защищены все аудитории пункта проведения ЕГЭ, оборудованы камерами наблюдения. За ними следит специалист оперативного штаба. Каждый выпускник получает бланок с печатями. В аудиториях на досках подробный план. В этом году немного изменились правила сдачи экзамена. Сегодня у нас, английский язык, французский язык, физика, биология. Вот, все у нас 10 аудиторий. 3 аудитории, 1, 2, 3 аудитория – это ОВЗ, то есть ограниченная возможность здоровья. Вот, на пункте созданы все условия, которые прописаны в порядке проведения единого государственного экзамена. Вот, здесь и медпункт в случае необходимости, когда надо оказать там необходимую помощь. Вот, как-никак экзамен, а экзамен – это стресс, любому человеку свойственно
волнения и так далее. Это были старые уже методики, когда на пункт нам доставлялись экзаменационные материалы. Этого сейчас так нет. У нас сам экзаменационный материал в 10:00 распечатывается в аудитории ППЭ. Доставка материала идет через сеть интернет. Этот же материал, после того, как экзамен будет закончен, организаторы в аудитории, все бланки, все, что там учащиеся сдают, все это сканируется прямо в аудитории, упаковывается в возвратно-доставочные пакеты, и все это потом они несут в штаб и уже сдают руководителю ППЭ. Досрочные ЕГЭ выпускники сдают строго по графику проведения экзаменов. Базовая и профильная математика, русский язык уже сданы. Результаты сегодняшнего экзамена по 4 предметам будут известны через 10 дней, а основная волна ЕГЭ стартует в конце мая. Рина Сычоева, Новости 24. Школьники и студенты колледжа в возрасте от 14 до 18 лет могут принять участие во всероссийском интеллектуальном турнире «Лига знаний. Школы и колледжи», организованном Российским обществом знания совместно с Движением первых при поддержке Минпросвещения России. Участникам предстоит ответить на вопросы про историю России, ее национальное достояние, достижения в области науки, технологий, культуры, искусства и спорта. Турнир проходит онлайн в 4 этапа. 2 первых отбора, индивидуальные и командные, проходят на базе образовательных организаций. 3 на региональной площадке, а заключительный в Москве. Первую онлайн-игру надо пройти до 15 апреля. Это были все новости к этому часу. До новых встреч в эфире.